Ассаламу алейкум, друзья! Чечен Синдром, рад вас видеть на своем канале. Друзья, сегодня я хотел бы вам рассказать об одном необычном доме, построенном потомками чеченцев, проживающими в Турции, в селении под названием Чердак. Друзья, вначале, думаю, будет не лишним, вкратце, вам рассказать саму историю возникновения села Чердак. Селение Чердак расположено на юго-востоке Турции, между городами Кахраман-Мараш и Геоксум, у подножия Беритовых гор. Оно было основано без малого 1,5 столетия назад чеченскими переселенцами, которые перебрались сюда из Чечни, спасаясь от русско-кавказской войны, огонь которой полыхал, не стихая несколько десятилетий. Чеченцам в те времена приходилось покидать свои дома, села и даже свою родину. После пленения имама Шамиля, начиная с 1860 года, начался массовый исход горцев Кавказа в Османскую империю, в том числе и из Чечни. Многим чеченцам не суждено было добраться до Османской империи, смерть неустанно шла за ними по пятам, она забирала любого в каждый удобный момент, а уж таких моментов, как помнит история, было немало. Многие не вынесли непривычных климатических условий. Турецкая земля в этом отношении оказалась щедра на сюрпризы. Чеченцам, жившим высоко в горах, привыкшим к их суровому климату и чистому воздуху, было трудно приспособиться к жаркому сухому лету и невероятным капризам тамошней зимы. Эпидемия лихорадки и малярии унесла жизни не одной тысячи чеченцев, искавших покой и уюта на этой далекой чужбине. После долгих скитаний по османской земле, чеченцы нашли такое место, где климат и ландшафты настолько напоминали покинутую родину, что-нибудь здесь слышно турецкая речь, даже можно было бы подумать, что ты из Чечни вообще и не выезжал. Так началась история этого села, во всех отношениях необычного для юго-восточной Турции. Когда чеченцы только основали его, здесь, как рассказывают местные старики, росли огромные деревья и в окрестностях водилось много хищных зверей. Первые дома были выстроены из тех же срубленных деревьев, причем некоторые жилища представляли собой обычный навес, окутанный зеленью со всех сторон. Чеченцы не думали здесь долго задерживаться, как когда-то в Средней Азии и Казахстане надеялись на скорое возвращение на родину, и поэтому вместо домов строили примитивные жилища типа бараков, которые сами назвали на старинном чеченском чердаками, то есть временным жилищем. Вот почему турки стали называть это село Чердаком, что на их языке тоже означает навес из торкалов, увитый лианами или вьющимися цветами. Как рассказывают здешние старожилы, первым зданием, которое чеченцы построили в Чердаке, был дом Аллаха, то есть мечеть. Чем славится село Чердак, так это своими яблоневыми садами. Невозможно не отметить, что местные старики в большинстве хорошо говорят на родном языке. Молодежь в основном приезжает в село только на каникулы, поэтому родным языком владеют, как правило, слабо, могут разве что поприветствовать тебя по-чеченски. Особая тема здесь — это нахчи-лавзар и вайнахские танцы, которые здесь обожает и старый млад. Сейчас в Чердаке живут немало турков и курдов, но и они не остаются равнодушными к чеченским танцам. Молодежь, девушки и парни, танцуют здесь нахчи-халхар, притом, скажу вам, очень хорошо. Многие ребята посещают кружок чеченского танца. Посетив Чердак, невозможно умолчать о здешней кухне. У нее свой особый колорит, этакий чеченско-турецкий, хотя все блюда национальной чеченской кухни сохранились неизменными. Жижик-галнаш, их здесь еще называют жардангаш, курзнаш, это вареники, чипалгаш, хингалаш и так далее. Местные старушки говорят, что еще не забыли, как делать бараш и сушить мясо. Но в обыденном рационе чердакинцев, конечно же, оставила свой след турецкая кухня. Много таких блюд, вкус которых нашему обывателю показался бы совершенно незнакомым или даже странным. Некоторые обитатели Чердака помнят даже названия сел в Чечне, где жили их предки. Другие же, наоборот, знают только,
что они чеченцы, а из какого села или тейпа, неведомо. В чердаке сейчас живут выходцы из тейпов Энгены, Гендергены, Курчела и другие. Сохранили чердакинцы и старый чеченский обычай взаимопомощи, белхи, но их делают в последнее время все реже. Почти все дома чеченцев селения сделаны именно этим примитивным способом. Потому они резко отличаются от турецких строений и впрямь придают селу чеченский архитектурный колорит. Чердаку и сейчас присущи многие национальные приметы. Это старые реликвии, принесенные сюда первопереселенцами, из Тангаш, которые здесь продолжали делать мастерицы, и те же лавзаргаш с чеченским аккордеоном и ватан, дечик пандур, лезгинка и многое другое. В заключение хочу сказать, что чердак стал для большинства здешних чеченцев тем же, чем, например, является родной край для чеченцев, живущих за пределами родины. Они покидают его для учебы, работы и так далее, но обязательно возвращаются на праздники, и по случаю всех важных событий в жизни их семей и так далее. Друзья, ну а теперь вернемся к Чердакинской башне. Напомню, что башни в Айнахеме использовались для проживания и оборонительных целей. Некоторые башни совмещали в себе обе функции. Башню в турецком селе Чердак построили два брата, Яхья и Исмаил Гуни. Братья сильно любят и интересуются историей Чечни. Вот и решили построить копию Вайнахской башни, прямо впритык ко своему дому. То есть, если я не ошибаюсь, башня тоже является частью дома. Чтобы построить эту башню, им пришлось искать и нанимать мастеров в Стамбуле. После решения построить башню, братья говорят, что им было трудно найти камень, необходимый для строительства. В итоге, они приняли решение использовать бетон, ну а впоследствии, как я понял, обложили башню декоративным камнем. Также, крышу башни пришлось делать из металла, так как в данном регионе не оказалось специального камня, который обычно применяется в этих случаях. Но как бы то ни было, я считаю, что братья Яхья и Исмаил сделали огромную работу. Как мы видим, башня к тому же является еще и жилой, и по моему мнению, сам проект является очень интересным. Башня с домом братьев находится у самого въезда в село. Люди часто останавливаются и с большим любопытством рассматривают наше творение. Они спрашивают, что это такое и какова цель его строительства. А мы в свою очередь им все объясняем, говорят братья. Друзья, к большому сожалению, насколько мне известно, чеченцев в селении Чердак сейчас уже в меньшинстве. Старшее поколение чеченцев постепенно сокращается, ну а молодежь забывает свои корни. Как бы ни было обидно, но это так, и я думаю, что гордо стоящая Вайнахская башня в турецком селении Чердак будет всегда напоминать нашим землякам, кто они откуда. Друзья, ну а на этом все. Если вам понравилось и было интересно, не пожалейте лайк. Ну а кто все еще не подписан, просьба подписаться. С вами был Чечен Синдром и до новых встреч.